Вы смотрите программу «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. В Мирном торжественно ввели новый многоквартирный дом для работников образования. Расскажем подробнее. В Жатае продолжаются работы по дорожному строительству и возведению жилья для сотрудников судоверфи. Многомиллиардные долги организации коммунального комплекса, возросшие тарифы на электроэнергию и недостаточное финансирование. Правительство Якутии отчиталось перед народными депутатами. Инфекция ящур поражает крупный рогатый скот, но легко передается и человеку. В Якутске свыше 30 организаций отработали сценарий вспышки опасного вирусного заболевания. Более 30 тысяч якутян занимаются национальными видами спорта. В республике продолжается активное развитие национального спорта. Минфин и Минстрой России формируют параметры масштабной модернизации программы «Семейная ипотека», основные положения которой должны утвердить к 1 июля. В качестве одной из главных обсуждаемых инициатив выступает разделение лимитов в зависимости от площади жилья. Прямого запрета на покупку малогабаритных квартир или студий в законе не планируется, однако государство хочет материально стимулировать семьи к покупке просторного жилья. Так, на стадии согласования находится предложение существенно увеличить максимальные лимиты кредитования сверхстандартных 6 и 12 миллионов рублей. Но только для тех семей с 2 и более детьми, которые выбирают квартиры площадью от 60 квадратных метров. Также эксперты ведомства рассматривают вариант, при котором ставка до 6% годовых будет фиксироваться не на все 30 лет, а только на определенный период, например, на первые 5-7 лет или до достижения детьми совершеннолетия. Сегодня в Мирном произошло знаменательное событие – торжественное открытие нового многоквартирного жилого дома, предназначенного для работников образования. На церемонии присутствовал глава Якутии Сэн Николаев. Он вручил жильцам ключи. Новый многоквартирный дом не просто очередное здание, а символ заботы о тех, кто ежедневно вкладывает свои знания и силы в воспитание будущего поколения. В рамках муниципальной программы обеспечения жильем работников бюджетной сферы этот дом стал реальностью, призванной создать достойные условия для представителей одной из самых благородных профессий. Это замечательное большое событие, поверьте мне, не только в масштабах города Мирного, не только в масштабах Мирнинского района, да, наверное, не только нашей республики Саха-Якутия, чтобы целый дом строился именно для работников образования. Искренне вас с этим поздравляю. Для каждой из этих семей это не просто квадратные метры, а долгожданный, теплый и надежный очаг. Место, где можно будет отдохнуть после напряженного рабочего дня, где дети будут расти в комфорте и безопасности. Конечно, рады. Мы уже 5 лет здесь живем в общежитии. И наконец-то мы получили отдельную квартиру. Рады то, что у нас кухня будет своя, ванна, балкон. Сын очень рад. Строительство такого объекта – это важный шаг на пути к укреплению социальной инфраструктуры города Мирный. Обеспечение жильем работников образования – это не только решение насущных проблем, но и стратегический подход к закреплению квалифицированных кадров в школах. Мы этот дом строили специально для того, чтобы наши работники образования, наши педагоги сменили свои комнаты в общежитиях на полноценное жилье. И сегодня мы можем сказать, что ту цель, которую мы для себя ставили, мы ее достигли. Этот дом – яркое свидетельство того, что Мирный – это место, где можно не только строить успешную карьеру в сфере образования, но и создавать крепкую семью, жить полной и счастливой жизнью. Я работаю на территории Мирнинского района с 2002 года, уже более 24 лет. Квартиру ждали 24 года, и наконец совершилось. Получили, за что искренне благодарна главе республики и главе района за предоставленную возможность, за реализацию значимого проекта для всех работников нашего района. Отныне более 70 семей могут с гордостью сказать: это наш дом. Для новоселов дом станет колыбелью для новых открытий, домом, где рождаются будущее. Сегодняшнее событие – это весомый вклад в развитие города Мирный и подтверждение того, что забота о людях, в особенности о тех, кто формирует умы и сердца, является приоритетом.
Анна Васильева, Мирный. С 10 по 18 июня на федеральных трассах Колыма и Вилюй заработает передвижной комплекс фото-видеофиксации «Автоураган МС». Систему развернут на одной из самых сложных и протяженных дорог Дальнего Востока. С виду это обычные патрульные машины, но внутри на крыше установлено мощное оборудование. «Автоураган» оснащен несколькими камерами, которые обеспечивают круговой обзор на 360 градусов. Нейросеть автоматически считывает до 1000 номеров в час даже на ходу. Система мгновенно сверяет данные с информацией госавтоинспекции. Движение затруднено на участке трассы Амга. Из-за проливных дождей нарушено дорожное полотно на 94-м километре региональной автомобильной дороги Амга. Подрядная организация организует круглосуточное дежурство для недопущения заторов транспортных средств. Водителей призвали воздержаться от поездок. В Жатае сразу две стройки на финишной прямой. Дорога к уникальному образовательному комплексу «Точка будущего» и общежитие для сотрудников судоверфи. Ход работ проверил первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников. Что уже сделано и когда ждать сдачи объектов, смотрите далее. На дорожном объекте возле образовательного комплекса «Точка будущего» завершено 70% работ по обустройству въездных путей. Подрядчик взял на себя обязательство сдать ключевой участок, обеспечивающий удобный подъезд к центру до конца текущего года. Ход строительства находится под личным контролем Дмитрия Садовникова. Дорога в целом протяженность составляет километр 700 метров, да? И сегодня в грунтовом исполнении он должен быть исполнен полностью. Но время только, как говорится, начало строительных и таких работ, которые характерны, да, при строительстве дороги. Поэтому мы уверены, что эту работу в этом году мы выполним. Параллельно строители вышли на финишную прямую у общежития на 200 мест для сотрудников Жатайской судоверфи. Готовность 99%. Раньше объект тормозили проблемы с документацией и подрядчиками. Но сейчас осталось дождаться заключения госэкспертизы. Сама же сдача объекта намечена на 30 октября. Остается вопрос оснащения. В ближайшее время должны определиться с поставкой необходимой мебели и оборудования. Ну и, соответственно, осенью с учетом поставки данный объект должен быть полностью завершен. Также в комплекс входит и жилой дом, 106-квартирный многоквартирный жилой дом. Он тоже введен был своевременно. На площадке уже смонтировали бордюры и подготовили основания для проездов и парковок. Само здание возводят по программе модернизации мощности Жатайской судоверфи. Когда общежитие примет жильцов, это даст мощный импульс развитию современного речного флота в Якутии для грузоперевозок по линии в арктической зоне и даже по Северному морскому пути. Дарья Краленкова, Джулстан Иннокентьев, Жатай. В Ленском районе Якутии начались речные пассажирские перевозки. Жители с местной пропиской могут купить билеты со скидкой более 50%. Первый рейс по маршруту Ленск-Пеледуй-Витим отправился сегодня, 10 июня, теплоходом «Полесье». В июне рейсы выполняются по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Проезд для детей до 5 лет бесплатный. Если полная стоимость проезда по маршруту Ленск-Витим составляет 8800 рублей, то благодаря субсидии льготный билет обходится пассажиру в 3836 рублей. Правительство Якутии отчиталось перед народными депутатами по итогам работы прошлого года. Доклад представил премьер-министр Кирилл Бычков. Парламентарии задали больше 50 вопросов по самым острым темам. Многомиллиардные долги организации коммунального комплекса, возросшие тарифы на электроэнергию и недостаточное финансирование программ субсидированных перевозок и северного завоза. Большое внимание уделили проблеме развития социальных инфраструктур. Так, на обновление Национального центра медицины нужно 5 миллиардов рублей, которые пока не заложены в бюджете республики. Тем не менее, депутаты отметили и успехи в работе исполнительных органов власти. Например, начало реализации проекта «Синергии Арктики», благодаря которому интернет в отдаленных районах по прогнозам подешевеет в 140 раз. Отчет правительства парламентарии приняли. Депутаты более 50 вопросов задали председателю правительства. На все получили ответы. И в решении комитета мы отметили, чтобы вопросы, которые были заданы, они были всегда в поле зрения и
в течение этого летнего периода, конечно же, мы желаем, чтобы правительство работало в утроенном режиме с тем, чтобы решить кризисные вопросы, особенно в сфере жилищного коммунального хозяйства. 50 тысяч посетителей, 7 стран-участниц, 216 деловых мероприятий. В столице страны грандиозно прошла главная архитектурная выставка «Арх-Москва». Одну из дискуссий посвятили первой архитектурной дальневосточной премии «От идеи до реализации». «Даль-Арх» пройдет в декабре этого года в Якутске. Она должна показать масштаб преобразований, происходящих сегодня в 25 городах Дальнего Востока, где реализуются мастер-планы комплексного развития территорий. Проект также станет площадкой для обмена опытом между архитекторами, проектировщиками и экспертами. А им есть чем поделиться. Дальнему Востоку, где масштаб территории задает высокую планку для архитектурных проектов, которые затем становятся инструментом реализации национальных целей развития всего макрорегиона до 30 года. Архитектурная премия учреждена для того, чтобы мы могли показать самые лучшие проекты, реализованные в рамках всех национальных проектов. Почему же площадка в Якутии? Ну, во-первых, потому что мы научились использовать наши особые климатические условия, нашу природу и ее недостатки превращать в достоинство. Мы научились внедрять в наши общественные пространства, как крытые, так и закрытые, культуру нашего народа. В Якутске свыше 30 различных организаций отработали сценарий вспышки опасного вирусного заболевания ящера. Инфекция поражает крупный рогатый скот, но и легко передается и человеку. О том, как прошли учения, расскажет Саргалана Неустроева. Обстоятельства происшествия. 25 мая 2026 года на территории хозяйства был завезен молодняк крупнорогатого скота без соответствующих документов. Как итог, животные оказались заражены опасным вирусом – ящером. Его летальность для некоторых видов крупного рогатого скота, свиней, овец и коз крайне высока. Передается заболевание и человеку. Симптомы у человека. Основной вирус – это вот этих на слизистых оболочках выявление афт, также повышением температуры, ослаблением общего состояния организма. Заболевание не смертельное для человека, но для животных оно особо опасное получается. Лечится оно вакцинацией. К счастью, описанный ранее случай – лишь легенда прошедших учений. Участие в них приняли по меньшей мере 37 различных организаций, от ветеринарной службы до МВД и Росгвардии. Работают службы по протоколу. Обязательный ввод карантина, забор ПЦР и обработка территории. И в случае, если ПЦР даст положительный результат, всех козочек и коровок, говоря канцелярским языком, ожидает утилизация. В такой момент службы тоже отработают. Но, конечно, нюансов множество. Учения растянулись на несколько часов. И не зря, ведь они уже показали свою эффективность. Так, в марте этого года, благодаря слаженным действиям ведомств, удалось быстро предотвратить вспышку пастереллеза в Якутске. Как отметил вице-премьер республики Сергей Местников, от того, насколько четко отработают службы, зависит вопрос продовольственной безопасности региона. Глава республики Арсений Сергеевич ставит перед нами большую задачу по реализации стратегического указа о развитии местного производства. Это продукция животного происхождения, животноводства. Мы можем исполнить эту стратегическую задачу только в случае обеспечения биологической безопасности в нашей республике. В том числе и путем взаимодействия с соседними регионами. Так, одним из экспертов учений выступила руководитель ветеринарной службы Забайкальского края Татьяна Филиппова. Учитывая, что этот регион граничит с двумя государствами, где эпидемиологическая обстановка не столь благополучна, ее оценка учений не вызывает вопросов. Основная, наверное, значимость сегодняшнего мероприятия, я считаю, что она продиктована временем, потому что угроза возникновения заразных болезней, она, к сожалению, не знает границ. За последние десятилетия в Якутии не регистрировали случаи заражения ящером. Это и есть тот самый результат ежегодных учений, плановой вакцинации и строгого контроля. Самое главное, чтобы полученные знания больше не приходилось применять на практике. Саргалана Неустроева, Станислав Потапов, Якутск.
325 лет назад в Якутии появилось якутское казачество, а 35 лет назад обществу дали вторую жизнь. Сегодня на территории Якутии свою деятельность ведут 10 обществ и 3 общественные организации казаков, созданные 8 классов, где обучается 177 учеников. В честь праздника прошло торжественное заседание Совета при главе республики по вопросам российского казачества. На повестке было 3 вопроса: о реализации стратегии госполитики в этой области, о деятельности Якутского полка и о казачьем образовательном компоненте в системе школьного образования. Были очень серьезные вопросы, такой жаркий был совет, живые вопросы. Вопросы поднимались по, в том числе и субсидированию развития казачьих обществ, выполнение стратегии государственной политики Российской Федерации по отношению к казачеству. Говорили, что сделано, в том числе и правительством республики, казачьим обществом, и что нам предстоит сделать. Да, мы говорили сегодня об участии казаков в специальной военной операции. Мы говорили о поддержке их семей и о развитии, в первую очередь, казачьей молодежи, казачьего кадетского образования. Здесь в полной мере нас услышали. Авиакомпания «Якутия» объявила акцию в поддержку выпускников. Бесплатный авиабилет смогут получить выпускники школ Якутии 2026 года, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. Билетом в одну сторону можно будет воспользоваться до 31 декабря 2026 года. Срок подачи заявки до 31 июля. Авиакомпания комментирует: «Мы гордимся умными и целеустремленными детьми Якутии. Пусть ваши знания откроют вам дорогу и большим победам. А наш подарок поможет сделать первый шаг – отправиться в полет к мечте на крыльях родной авиакомпании», говорится в сообщении. Ремонтные работы, благоустройство территории и поддержание порядка во дворе. У воспитанников Алданского центра содействия семейному воспитанию, который посвящает трудовой отряд, задач много. Конечно, найдется работа огородникам и цветоводам. Создание красоты и уюта – дело общее, убеждены ребята. Неподалеку от столовой на территории Алданского центра содействия семейному воспитанию скоро появится летняя беседка. Сегодня на строительстве работают несколько человек от трудового отряда. Остальные ребята получили другие задания. Работы на ниве благоустройства хватит всем. Но здесь, можно сказать, субботник происходит каждый день. Вот это не понравилось, надо исправить. Вот это вот как-то надо подкрасить. Вот это, вот это. И каждый день по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть дети вот как бы привыкают вот к такому вот труду. То есть они сами загораются. По локоть в краске, но им интересно. В трудовом отряде порядка 1,5 десятков ребят. В ближайшее время школьники приступят к работам на аллее памяти выпускников, погибших при выполнении задач спецоперации. Напомним, аллея памяти на территории центра появилась в прошлом году, и в ее создании старшеклассники принимали самое активное участие. Также требуется сделать на аллее памяти выпускников. Здесь сейчас 4 лавочки. Вот, и этим занимается уже отдельно Михаил Николаевич. Вот, педагог, он отливает для них боковины из цемента с детьми. Вот, а потом мы все это уже соединяем, здесь сюда переносим. Ну, в общем, в дальнейшем вся вот эта вот красота, она уже будет видна. На пороге лета начинаются хлопоты на участке. Со вскапыванием грядки Мирон и Матвей управились быстро. Здесь будут посеяны морковь, редис, салат и укроп. Не заставит себя ждать первый урожай черемши и зеленого лука. Буквально на днях работы закипят в теплицах. Рассада закуплена, и ребятам предстоит подготовить землю к посадкам. И у нас еще предстоит машина земли, потому что будем добавлять в парники. Там мало, и в грядке. Вчера ребята у нас плодотворно проработали, то есть они вскопали грядки. Проект по выращиванию овощей был разработан воспитателем Татьяной Зориной и воспитанниками группы «Звездные» в 2020 году. Тогда же здесь появилась первая теплица. Постепенно садово-огородническое хозяйство расширялось. Сегодня грядки закреплены за каждой группой. Таким образом, на участке трудятся все воспитанники центра. Сначала у нас был один парник, и мы работали с детьми-подростками, чтобы предотвратить самовольные уходы. В общем-то, была профилактика у нас в основном на это направлена. Потом, значит, мы привлекли тут же девочек. Вот это вот сад уже для девочек. Они здесь занимаются цветами. Территория Центра содействия семейному воспитанию преображается. Энтузиазма ребятам не занимать, ведь создание красоты и уюта – дело общее. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
В Нерюнгри официально стартовал летний сезон работы разновозрастных отрядов. Торжественное открытие прошло в культурном парке. В этом году детский отдых организован в 24 отрядах, которые развернулись на базе школ и учреждений дополнительного образования, включая спортивные школы и школы искусств. Летним солнечным утром воздух наполнился музыкой и звонким смехом. Для сотен детей, которые с нетерпением ждали каникулы, этот день ознаменовал открытие в мир увлекательных приключений, новых друзей и ярких впечатлений. Летняя оздоровительная кампания в Нерюнгринском районе охватит более 1300 детей. Особое внимание уделено семьям участников специальной военной операции, ребятам из семей в трудной жизненной ситуации и тем, кто состоит на профилактическом учете. Руководители отрядов – это наши учителя, которые стали вдруг в летний период воспитателями, а вожатые – это наши дети, обучающиеся наших профильных педагогических классов, наших общеобразовательных учреждений 10-11. Нерюнгринский район – один из немногих в Якутии, где будут работать 3 смены по 21 день каждая, включая август. В каждой школе на каждой площадке работает 3 лагеря по 25 детей, и каждый из них профильный. Это город мастеров, театралов, ученых, спортсменов, музыкантов, художников. Детей ждет очень разнообразная программа. Первая смена у них будет посвящена празднованию Сэхо-Лонхо, так как мы проживаем на территории нашей большой республики. Вторая смена у нас будет посвящена году единства народов Российской Федерации. Ребята ждут большие конкурсы, программы, игры, спортивные мероприятия и, конечно же, творчество, единение и дружба. Руководители отрядов – это учителя, а вожатые – учащиеся профильных педагогических классов, многие из которых сами неоднократно посещали детские лагеря. Мне нравится вообще проводить время с отрядом. Ребята попадают в лагерь вообще очень разные, и познакомиться со всеми – это очень интересно вообще, очень хороший опыт социализации, так сказать. Летние отряды – это уникальная возможность для детей не только отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом, но и приобрести ценный жизненный опыт, научиться работать в команде, развить свои творческие и спортивные способности, а также найти верных друзей. Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. До 15-й спартакиады республики по адаптивным видам спорта «Джулур» осталась ровно неделя. 16-19 июня на стадионе Туймада сойдутся более 800 спортсменов из 22 улусов. Атлеты будут оспаривать медали в 8 видах спорта по программам Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Всего будет разыграно 160 комплектов медалей. Сегодня на пресс-конференции оргкомитет представил наградную атрибутику спартакиады и презентовал книгу «Вдохновение. Сила. Успех», посвященную истории адаптивного спорта в республике. Также отмечены партнеры, спонсоры соревнований. Медальные зачеты пойдут, и в личном зачете, и в командном зачете. Одни и те же медали будут. Ну и в то же время параллельно мы презентуем свою книгу, которая у нас в этом году вышла, только свежая, с печати вышла. Она у нас рассказывает о том, что с 2004 года какие движения шли в развитии адаптивных видов спорта в нашем регионе. От 2004 до наших дней. В Якутии продолжается активное развитие национальных видов спорта. Так, более 30 тысяч человек систематически занимаются ими, из которых 6,5 тысяч – дети. Ключевым объектом, играющим важную роль в популяризации нацспорта, является Республиканский центр национальных видов спорта имени Василия Манчара. Подробности далее. Комплекс «Мадон», как один из центров национальных видов спорта, действует с 2006 года. На протяжении 20 лет из его стен вышли именитые спортсмены и борцы, которые представляют республику в стране и мире. Здесь развивают такие виды спорта и дисциплины, как масс-рестлинг, якутские прыжки, хапсагай, а также северное и национальное многоборье. Когда и как ты начал заниматься национальными видами спорта? В 2019 году у меня тут друг есть. Я участвовал в первенстве республики, игры Бергена, Вот недавно, вчера было во Владимировке, как СЭХ соревнования. Вчера я занял первое место. В центре обучаются свыше 1000 человек от мала до велика, и число из года в год продолжает расти. Вместе с тем здесь проводятся различные соревнования и мероприятия. От чемпионатов по национальному многоборью и турниров по хапсагаю до соревнований по якутским настольным играм. Заниматься северным многоборьем – это хорошо,
узнаешь много чего, соревнований много. Отличные, не злятся, добрые. Когда ошибаемся, они говорят наши ошибки, мы их исправляем потом. Тут дети хорошие, дружелюбные, добрые, активные. Большую роль в подготовке спортсменов играют тренеры, которых в центре работает порядка 30 по 7 национальным видам спорта. Как видите, манеж хороший. Это манеж именно для якутских прыжков. Вот там прыжки на песке есть. Условия хорошие. Штанги, гири. У меня 50 детей ровно. Занимаются уже. Остальные уже выполнили норматив. Первый разряд, второй разряд. У меня есть 2013-2014 года. Они, дети Азии же, 13-14 года. Они хорошо выступают. С сентября 2027 года якутская настольная игра «Хабалык», масс-рестлинг и «Хапсагай» планируют вести на уроках физкультуры. Поэтому с осени 2026 года стартует пилотный проект в 6 учебных заведениях, по итогам которого учебно-методический совет утвердит единые стандарты программы. С Министерством образования Республики и науки Республики Саха-Якутия проведено очень большие такие вебинары, мероприятия, которые мы тоже внесли в Вильтумен, чтобы побольше часов дали по национальным видам спорта. Создаются сейчас, регламентируются и создаются сейчас общие развивающие программы. Поддержка национальных видов спорта входит в задачи государственной программы «Спорт России». И после их включения в обязательную программу с 2027 года число систематически занимающихся вырастет кратно, сохраняя спортивное и культурное наследие Якутии. Тимур Калмогоров, Илья Сыромятников, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Но я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.